Спасибо огромное. Передаю микрофон аудиенции. Те, которые захотят задать вопросы, неважно, профессионального или непрофессионального характера, или личного, можете просто поднять руку, и вам передадут микрофон. Вопросов нет? Пожалуйста, да, пожалуйста. Известно, что существуют такие понятия, как желание и цель. И есть люди, которые ставят желание, делают себе ступень целей и, поднимаясь по этим ступеням, достигают своих желаний. Так, существует ли на сегодняшнее время у вас такой цель, или которую вы ставили перед собой и строго стремитесь к ней? То есть цель, к которой строго вы стремитесь, определенно. Если не конфиденциально, да. По очереди или как? Кому конкретно вопрос или не важно? Обоим. Цель... Мне нравится, как Зушо как-то ответил на один из вопросов. Зушо спросили, кем ты себя видишь через 5 лет? Он сказал, хорошим человеком. Хорошо сказали, а через 10 лет? Еще лучше. Наверное, цель в том, что мы делаем, это предоставлять хорошие финансовые услуги, да? Если это именно в профессиональном смысле. Всегда предоставлять лучший сервис для клиентов, быть полезным. И для меня лично большее наслаждение именно в процессе. Не знаю, отвечает ли это на ваш вопрос. Я солидарен, на самом деле. Я солидарен, да, с Абдулом. Другие вопросы? Пожалуйста. Уважаемый Зушо, для меня всегда интересно спросить успешных людей, как они заработали свои первые деньги. Но бывает, что в ответе я найду чего-то общего, и это мотивирует, вдохновляет меня. Я хотел спросить, с чего вы начали и как все это было? У Абдулла или у обоих? Обоих, да. Зушо, может, начнешь? Как я заработал свои первые деньги? Будучи еще студентом, я устроился на работу в Лондоне в магазине «Бутик», продавая брендовую одежду. Для меня не было необходимости, то есть меня не заставлял никто, и была возможность жить и не работать на тот момент. Но для меня было принципиально важно почувствовать и заработать деньги, и отправить эти деньги обратно в душу, то есть в Таджикистан, чтобы мои родители себе что-то купили. Для них это было очень удивительно, и для меня это было очень важно. И первое, что они сделали, сделали курбани, да, то есть они купили на эти деньги то ли барана, то ли корову, я не помню точно, но это был очень важный шаг в взрослую жизнь, невзирая на то, что у меня было все нормально именно с финансовой точки зрения. Okay? Это первые копейки, которые я зарабатывал, продавая брендовую одежду. Да. То есть эта одежда еще сохранилась, некоторые из тех вещей, которые я заработал. Потому что иногда я вместо денег брал себе вещи. И они еще сохранились, я их одеваю. Так что это прикольно. Лучше. У меня все, наверное, довольно стандартно. Я начал зарабатывать уже, когда закончил университет и устроился на работу. Часто спрашивают, откуда были деньги на то, чтобы начать Алиф. На самом деле, начинать МКО, МДО довольно просто, если есть грамотные люди. У нас был очень грамотный юрист, Зушо, несколько команда, которая помогла все это сделать. А деньги для этого требуются небольшие. И эти деньги именно были с тех накопленных зарплат. В моем случае у нас было несколько. Большинство здесь студентов довольно часто возникает вопрос, работать ли во время учебы или не работать.
Я, к сожалению, в свое время во время учебы не работал, но я считаю, что стоит, нужно. Сейчас у нас в Алифе очень много студентов, например. И, может быть, они сами смогут сейчас или позже ответить, чему они учатся и стоит ли работать во время учебы. Не знаю, если кто-то хочет добавить что-то. Если нет, то, наверное, после уже. Спасибо. Девушка, пожалуйста. Добрый день. У меня есть вопрос к вам обоим. Вот вы сказали про настойчивость, ну, то есть быть целеустремленным. Что, если вот у тебя есть цель, мечта, но вот твое общество, да, подрезает тебе крылья? То есть идти против общества или что-то, ну, другое, ваше мнение? Мне интересно ваше мнение. Я извиняюсь, а в каком плане общество в этот режет? Ну, то есть, например, у тебя есть такая, ну, не цель, да, а общество говорит, что, ну, вот нет. Ну, то есть подрезает тебе крылья, говорит, что нет. То есть идти против общества или же ну, своим мнением оставаться и дальше идти? Очень хороший вопрос. И очень сложно на него ответить. Как вас зовут? Насиба. Насиба, да? Очень сложно ответить, понимая реалии нашего общества и каких-то ожиданий, в частности, от девушек. Все зависит, наверное, от цели, которую вы перед собой поставили. Если оно не противоречит вашим принципам по жизни, вашим ценностям, этическим, моральным нормам, то, я считаю, можно идти против общества для своей цели. Да, коротко было бы так. Спасибо. Насиб канат. Когда вы говорите, вам подрезает общество крылья, это понятие очень такое растяжимое, потому что, как Абдулла отметил, зависит от вашей цели. Мы не знаем, о какой цели идет речь, да, допустим, но я осознаю, и наши коллеги осознают то, что на самом деле это реалии сегодняшние, то, что девочкам может быть немножко сложнее, девушкам, женщинам. Есть какие-то определенные ограничения, есть какие-то определенные обычаи, традиции. То есть мы больше инвестируем в своих мальчиков, нежели чем в девочек, в образование и так далее и тому подобное. Это есть, но это меняется, ребят. То есть если 10 или 20 лет назад было так, но сейчас это намного лучше. И тот факт, что здесь довольно-таки много девочек, и они пришли послушать, чему-то, может быть, научиться, это о чем-то говорит. И наш опыт с Абдулло, именно найма девочек на работу, показал то, что одни из самых лучших сотрудников, не в обиду мальчикам, ребята, одни из самых лучших работников, на самом деле, обязательных, целеустремленных, это девочки. Да, это в нашем опыте. И поэтому всячески, что мы можем сделать, вот этот элемент empowering women, girls, то есть мы, в свою очередь, это делаем. И такого понятия, то, что мне кто-то подрезает, выкинете это из головы, потому что именно вот эта вера в то, что мне пытается меня что-то, и я не добьюсь этого, именно эта ваша вера или вот этот mentality, mindset вас тянет вниз. Такого понятия нет, никто вам не отрезает. Если кто-то отрезает, то такие, как Абдулло, наоборот, пришивают вам эти крылья. Спасибо. Пожалуйста. Вон, Здравствуйте. пожалуйста. Меня зовут Манижа, и я хотела спросить, вы можете привести случай того, что вы очень долго старались чего-то добиться, и при этом у вас не получалось на протяжении многих лет? И как вы вышли из этой ситуации? Многих лет. На самом деле, я вкратце отвечу Манижа. Мою супругу зовут Манижа, и я считаю то, что очень сложно мне было добиться руки Манижи. Это на самом деле мне было довольно-таки сложно, потому что 3 раза она мне отказала. И
то есть, чтобы мы создали эту семью. Это не было годы или много лет, но эти несколько месяцев длились очень долго для меня. И это было очень сложно. Вот что, с точки зрения именно сложности того, чтобы добиться чего-либо. Все, что мы добились сегодня, это результат именно той усердной работы или persistence, о которой мы сегодня говорим с вами. Да, это мой личный опыт. Поэтому я надеюсь, что ответил на ваш вопрос. Из профессиональной части я могу только вспомнить про один проект, который мы сделали, пытались сделать здесь. И, наверное, 2 года мы пытались, да? И в итоге поняли, что... Я говорю про Маскан, кстати. Именно про часть, где мы пытались помогать людям покупать недвижимость. Мы там не работали full-time, была команда, но мы просто понимали, что именно вот этот сегмент рынка нам, наверное, не получится в нем что-то сделать полезное. Потому что в данном случае рынок очень unregulated, да, и мы поменяли концепцию. Сейчас Маскан поменялся в Trip to Tajikistan. И в нем им отлично управляет девушка Тахмина. Спасибо, это частично отвечая на ваш вопрос. Тахмина, которая замечательно этим проектом управляет и делает его успешным уже. Добавлю то, что мы начали работать с Тахминой, когда она была на 4-м курсе. Да, это успешная молодая предпринимательница, с кем мы начали работать еще, когда она была студенткой. И по сей день, то есть на сегодняшний день она руководитель проекта. Да, это Чорсол Зёдгзаш, да, Вафик? Да. Да. То есть мы поменяли концепцию, и сейчас мы работаем с иностранцами. Да? То есть именно что у нас не получилось и что мы поменяли. Мы не свернулись, мы не закрылись, мы просто немножко поменяли модель бизнеса. Да, очень важно. То есть, по сути, айдас монумат. Спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте, дорогие гости. Хотел бы узнать, каким принципом вы следуете, когда перед вами стоит какая-нибудь задача или проблема? Даете ли вы волю своим чувствам при решении каких-то проблем? И другой вопрос по поводу Алиф Академии, если можно поподробнее про этот проект и те программирование и веб-девелопмент, который вы занимаетесь, хотел бы поподробнее узнать. Спасибо. Так, слушай. На первый ваш вопрос, что касается, что-то происходило, то, что выводило нас из себя, правильно? Да? То есть, да. В моем случае, давайте я свой личный опыт, как непосредственно исполнительный орган и руководитель Алиф Сармуя, Абдулло больше надзирательный орган, то есть контролирует мою работу. Бывают моменты, когда я вот буквально недавно психанул, грубо говоря, то есть и попросил наших коллег, чтобы мы прекратили работу с одним из партнеров, потому что они не совсем ведут себя корректно, я так посчитал. Один из партнеров, на что мне наши же коллеги сказали то, что это неправильно, держите себя в руках, мы сами это решим. Okay? То есть это говорит о том, что мы создаем систему, какую-то определенную культуру в пределах организации, которая может нас самих, как руководителей, ограничить и не позволить нам выходить за рамки дозволенного. Да? Это важнее, потому что мы люди, да, то есть я, Абдулло, мы можем принимать не совсем правильные решения. Но та команда, которая у нас есть, она нам может напомнить, нас может многому научить и ограничить в каких-то нехороших поступках. Ну и, грубо говоря, в тех эмоциях, о которых вы говорите. Потому что я относительно эмоционально, спокойный. Но бывают моменты, я благодарю наших коллег, которые со всех сторон меня начинают держать. Да, это вот первая часть вопроса. Я добавлю про Алиф Академию. Идея зародилась очень давно. И, кстати, это тоже один из тех проектов, где руководитель девушка, да, Насиба, тоже частично возвращаясь к вашему вопросу.
Мы очень много хотим сделать в Алифе, и в основном это связано с технологиями. И один из самых трудных процессов в Алифе – это найм сотрудников. И среди них труднее всего нам сейчас удается искать именно программистов. И мы решили сами этим заняться. Сами заняться обучением программистов. Это тоже вот про систему образования. На самом деле у нас сегодня примерно 50 сотрудников. Чтобы собрать эту команду, мы просматривали почти 5000 applications, 1000 тестов, собеседований. Каждый из тех, кто сегодня в Алифе, для нас очень-очень дорог. Они по 6, порой 10 раз приходили на собеседование перед тем, как мы их брали на работу. Я чуть-чуть отошел, но именно в сфере программирования мы видим, что в нашей системе образования не хватает вот этого фокуса. И решили заняться этим. Интерес был огромный. Почти по 1000 людей зашли в тесты, посмотрели. Более 300 полностью сдали тесты. И из них мы выбрали 8 человек на академию. Мы намереваемся это делать более-менее регулярно, да, несколько раз в год. Спасибо. Микрофон нужен. Да. Здравствуйте, меня зовут Шухрат. Хотелось бы задать вам один вопрос. Вопросов у меня много, к ним чуть попозже, но первый вопрос. Вы учились за рубежом, жили там, работали. Какая черта вашего менталитета, например, как таджика, труднее всего интегрировался в другом обществе? Хороший вопрос, очень актуальный для тех студентов, которые обучаются или учились за пределами страны. Зависит от страны, на самом деле. Это может быть Китай, это может быть Юго-Восточная Азия, это Европа, Америка. В нашем случае красота, скажем, именно Великобритании на тот момент, до Брексита, потому что после Брексита мы не знаем, что там происходит, на тот момент красота в том, что они не пытались нас интегрировать в свое общество. Мы общались со своими же ребятами, мы свободно ходили в мечети, в моем случае, то есть, и мы общались со всеми, с разными культурами и так далее и тому подобное. То есть у нас вот эта надобность интегрироваться или to blend in, грубо говоря, да, чтобы выглядеть, как они разговаривают, как они прически и так далее, такого не было. Мы оставались таджиками, и тот факт, что мы приехали из Таджикистана, к нам интереса было больше, потому что они задавались вопросом, то есть все окружают, а где твоя страна, твоя культура, твой язык и так далее и тому подобное. Ты багаж знаний, ты багаж этих традиций, этой красоты, которая отличается от нас, и они пытаются это понять и узнать. То есть как личность, как таджик, вы для них интересны. А в тот момент, когда вы решаете становиться как они, вы теряетесь в толпе, вы становитесь британцем, англичанином. Поэтому в моем случае это было замечательно. Да. Я прожил год в общежитии, где, к сожалению, не было таджиков. И все хотели, как говорится, тусоваться, да? Да, тусоваться ничего. Да, наверное, не знаю, как более правильное слово выбрать, но студенты, особенно на Западе, особенно студенты только когда начинают, да, очень всегда хотят после уроков выйти там в дискотеки и так далее. И именно это для меня было очень разным, самым таким, тем, что например, для меня это не доставляло никакого удовольствия, да? И поэтому я пытался как можно чаще встречаться с нашими ребятами. Большая часть наших ребят жила в другой части города, и мы раз в неделю собирались, делали плов и celebrated our own culture, basically. Можно еще пару вопросов? На них ответ будет короткий. Хорошо, один. Давайте
3 задам, но все вместе потом на какой хотят ответить. Просто, вы знаете, как Настойчивость. у нас времени- Да. Получается. у Вот нас. сейчас идет такая тенденция, или успешным человеком считается тот, который покинул Таджикистан. Да? Все стремятся к этому. И все прилагают максимум усилий, чтобы покинуть страну и где-то за рубежом найти работу. Вот вы тоже некоторое время работали там в Монголии, в Британии, в USB банк. Ну, каким вопросом вы себе задались, что решили вернуться обратно в Таджикистан? Или, может быть, это уже изначально у вас было, что вы знали? Я вернусь. Супер вопрос. Очень актуально. Очень актуально. Мы видим, понимаем, откуда вот это волнение, да, вот, действительно очень много уезжает. Greener pastures, да. Когда я учился, у меня тоже часто возникал этот вопрос, вернуться ли в Таджикистан. Я понимал, что если я останусь, то у меня будет комфортная жизнь, все условия. И, наверное, я проживу там до 60-70, может быть, Бог даст, если. И умру, and then what? И что потом? Не буду ли я больше жалеть, что я не вернулся в Таджикистан? И не получил вот этот опыт, вот это начинание, может быть, с нуля, если можно так сказать. Не буду ли я жалеть о том, что я не попытался сделать что-то на родине, там, где этому нуждается намного больше, чем за рубежом. Открыть какой-то бизнес там, что это добавит их ВВП, их людям, насколько сотрудники там будут ценить эту возможность и сделать это здесь, и получить наслаждение от того, что видишь, что становится вокруг. Я всегда приходил к тому, что я хочу вернуться. И я очень рад, что это сделал. Потому что сейчас то наслаждение, которое я получаю, для меня бесценно. Спасибо. Аджуид. Еще один вопрос про сферу образования. Наше образование такое, что все люди разные, да, например, условия, каждому нужен другое условие, да, каждый не может работать одинаково, учиться одинаково, кому-то подходит эта схема, как вы говорили, в школе вы учились на тройке, потом вышли, уже составили свой путь, по которому вышли. Как вы думаете, ну, вы знакомы с другими системами образования других стран. Как вы думаете, какая система больше подойдет для нашей страны, для нашего общества? Макуто, спасибо большое за вопрос. На самом деле я приверженник того, чтобы не совсем копировать то, что есть во всем мире, а больше найти подходящую модель для нашей молодежи, для нашей страны, учитывая то, что есть, то, что доступно для нас. То есть что-то взять copy-paste не всегда работает. То есть практика показала, с последних 25 лет к нам приходят международные организации, мировые какие-то, да, допустим, сообщества приходят нам рассказывать, что нужно делать в таких-то случаях. И чаще всего это не работает. Не работает не потому, что мы этого не хотим, а потому что мы, может быть, не совсем готовы, потому что у нас советское прошлое, мы восточные люди и так далее и тому подобное. То есть есть какие-то моменты, которые нужно интегрировать и найти подходящий метод для того, чтобы вы, молодые ребята, могли это принять с легкостью, то есть легче относительно. Любой механизм можем прийти, то есть приехать и поставить. То есть просто как желез какой-то сложный механизм поставить, но не будет эффективно работать. Поэтому я сторонник того, чтобы мы, то есть сами, определились, какое образование мы хотим,
Это не должно быть американское, европейское, английское и так далее и тому подобное. А то, что более подходит к нам, учитывая наши сегодняшние реалии и потребности нашей республики, экономические потребности. Зачем нам миллион юристов, когда у нас нет столько учреждений? Или там экономистов и так далее. Да, там нам нужны специалисты, инженеров в каком-то направлении больше и так далее и тому подобное. Должно быть это 10 лет образования или там 13 лет школьного образования. Или наоборот 7 или 8 лет. Поэтому мы должны вернуться к этим вопросам, задаться этим вопросом и уже самим определиться и попросить международное сообщество нам подсказать, какие самые лучшие есть инструменты для этого. То есть моя позиция. Спасибо. Спасибо огромное. Здравствуйте, меня зовут Суруш. Я бы хотел спросить, поинтересоваться, каково это работать далеко не в самой демократической стране. Что вы можете сказать о своих конкурентах, есть ли у вас дистанционные работники, и как можно устроиться, и что не хватает сейчас вашему банку? Спасибо. Хороший один вопрос. Что не хватает нашему банку, да? Я это услышал. Я могу повторить. Мне понятно. По поводу дистанционной работы, в Алифе пока это мы не начали, хотя нет, почему же? У нас сейчас довольно часто сотрудники пользуются OpenVPN каналом, чтобы подсоединиться в офис, и у нас есть несколько сотрудников, которые часть дня проводят в офисе и часть дня работают из дома. Кстати, да, действительно. Но это не носит массовый характер. Но мы к этому открыты. Больше можно это делать в каких-то онлайн-проектах, модерировать можно из дома и так далее. Да, там более это актуально. В нашем случае это менее актуально. По поводу первого вопроса. На самом деле никакого влияния на именно ведение бизнеса мы не видим. Открыть Алиф было, к моему удивлению, довольно легко. Я работал в Нацбанке, я, может быть, немножко субъективен, но считаю, что это один из самых эффективных регуляторов среди различных регуляторов, которые у нас есть в стране. И нам дали лицензию в течение примерно 2 месяцев без каких-либо использования каких-либо дополнительных мер, да, каких-либо дополнительных там каналов, или как принято обычно у нас думать, мы просто подготовили наши документы, сдали, через 2 месяца получили лицензию. Да. Чего нам не хватает? Чего вам не хватает в Алифе? Чего вам не хватает? Иногда заканчивается кофе. Нам приходится ждать целый день, чтобы админ организовал нам кофе. В целом у нас есть все те условия для дальнейшего роста. То есть багона, такое понятие как багона, там об этом можно писать книги, поэмы различные про багона, то есть или какие-то отмазки. У нас нет. У нас все замечательно с точки зрения именно тех условий, которые позволяют нам расти и развиваться. Суруш, да, я вас слушаю. Хотите добавить что-то? Да, я просто я имею в виду не об условиях, а о работниках, о специалистах, которые вы нуждаетесь. Окей. Когда встает перед нами проблема, Суруш, мы не кричим о том, что у нас проблема. Мы думаем, как ее решить. Поэтому мы создали Алиф Академию, о которой задал молодой человек. Сейчас, на сегодняшний день, у нас 10. Плюс 10 человек, которые мы отобрали, которых мы готовим для того, чтобы они в дальнейшем с нами сотрудничали и работали над теми проектами, которые у нас есть. Да? То есть не хватает готовых специалистов, может быть, и не хватает. Но, как и для всех, то есть все финансовые учреждения, у них такая же нехватка хороших программистов, IT-специалистов. Но мы не зацикливаемся на проблеме, мы зацикливаемся на том, как решить эту проблему. Поэтому существует Алиф Академия. То есть this is the main message.
для того, чтобы каждый из нас понимал. Окей? Добрый день. У меня первый вопрос к вам был. Скажите, пожалуйста, вопрос глобальный. Что необходимо для достижения успеха? И второй вопрос, он касается Альфа Академии. Вы хотите подготовить IT-специалистов, ну, по крайней мере, в области веб-разработки. Но вы понимаете, что насколько это сложно, потому что все-таки это IT. При всей легкости обучения программированию, эта область, ну, не самая легкая. Есть ли какие-то по каким моделям вы хотите обучить своих студентов, или есть ли какие-то особенности в вашей модели обучения? Спасибо. Что нужно для достижения успеха? Расскажите, пожалуйста. Во-первых, сразу нужно сказать, что я не считаю, что мы еще успешны. И, наверное, не нам отвечать на этот вопрос. Но я вижу, что есть определенные вещи, что делают жизнь проще. Во-первых, понимать смысл своей жизни, понимать смысл, куда человек движется, purpose. Во-вторых, иметь определенные принципы, ценности, которые двигают человека в эту сторону, principles. В-третьих, окружить себя людьми, которые помогут в достижении этой цели, людьми, которые лучше вас. People. И в последнюю очередь, это то, о чем мы уже несколько раз говорили, быть настойчивым, еще раз настойчивым, да, persistence. Purpose, principles, people, persistence. 4P. 4P запомнится так. Что касается Альфа Академии, у нас модель такая, что мы максимально пытаемся дать им индивидуальное какое-то направление. Они учатся видеоуроками. Каждый может иметь свой темп. И кто-то может закончить вот ту часть, которую мы для них продумали в течение 1 месяца, кто-то может это сделать за 2 месяца. Это и есть красота технологий в сфере образования. Сегодня все это можно сделать индивидуально. И у нас есть очень опытный, даже на самом деле наш самый первый программист, который полностью отдал себя этому проекту, оставил очень важные, интересные проекты на второй план и работает с этими ребятами, отвечая на их вопросы. Мы начали с того, что для нас сейчас самое нужное, потому что в основном мы все свои программы пишем сами. Банки, и здесь есть представители банков, покупают автоматизированные банковские системы за миллионы долларов. У крупных компаний, как Oracle, Temenos, CFT. И этим дело не заканчивается. Ежегодно нужно им платить, поддерживать все это. Мы решили идти другим путем, написать самим. И то, что сейчас у нас есть, я им очень горжусь. Я считаю, что недалеко то будущее, когда мы можем продавать это, и не только у нас в стране. И сейчас те технологии, на которых она написана, мы пытаемся именно тем технологиям обучить вот тех 10, да, 8 это full-time, 2 дистанционно, именно этим сейчас технологиям. В дальнейшем, конечно, это будет и мобильные да, языки, и GoLang. Сейчас мы на GoLang делаем еще один новый проект. Так что очень много, конечно, подходов, куда можно идти. Но наш вот такой. Спасибо. Наверное, давайте последний вопрос, чтобы этот уже не задерживать гостей также. Еще один вопрос. Пожалуйста. Или, по-моему, молодой человек, по-моему, не задавал, если вы не против. И потом, ладно, потом быстренько ваш. Пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Фируз, и я уверен, что у вас есть такие люди, кто вдохновляют вас, мотивируют. Так я хотел знать, кто же те люди, кто вдохновляет и мотивирует таких успешных людей, как вы, и к кому же вы стремитесь? Кто же ваши идолы? На самом деле, лучше зидна больше маяком, знаешь?
Фируз, да, вы сказали? Да. Фируз, спасибо, очень актуальный вопрос на самом деле. Я попытаюсь избежать какие-то банальные ответы, как то, что меня мотивирует Абдулло, там, мои родители, моя супруга, дети. На самом деле лично меня очень мотивирует и вдохновляет стремление и вот эта настойчивость тех молодых людей, с кем мы работаем. Это Алиф Сармуя, команда Алиф. Если есть Алиф, поднимите руки, пожалуйста, сотрудники. Да, 1, 2, 3, 4, 5. Именно эти люди на самом деле вдохновляют меня. Каждый из них, когда я с ними общаюсь, когда мы проводим различные тренинги, каждый вопрос, и когда я вижу трансформацию, да, с момента поступления, грубо говоря, в Алиф, и по сегодняшний день я от этого получаю огромное удовольствие. И именно это меня мотивирует идти дальше с этими людьми бок о бок. Что касается моих идеалов. Мои идеалы – это наши сотрудники. Я ответил на ваш вопрос? Да? Луч. У меня был практически тот же самый ответ. Бахшиш. Поэтому я первый. Я понимаю. Бахшиш. И молодой человек. У меня будет вопрос, как из УШО. Вопрос будет с точки зрения предпринимательства. И вы работаете с открытием в SomonTG, работаете в Алиф Сармуя. И как вы находите эту нишу для бизнеса? И инвестируете свои деньги туда именно. И следующий вопрос, как вы оцениваете развитие интернет-бизнеса в Таджикистане и развитие этих проектов? И последний вопрос, завершающий будет, что вы посоветуете нам, молодым людям, вот, как вы молодежь Таджикистана? Хорошо. Номер мой говорит? Собир. 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 Спасибо большое за отличный ряд вопросов. На самом деле рикошетом, потому что то, что вы задали, лучше всего сможет ответить Абдулло. Он непосредственно связан с проектом SomonTG. Я его считаю бизнес-гуру именно в сфере IT-проектов в Таджикистане. Поэтому, с вашего позволения, Собир Малиш, Абдулло. Ряд вопросов, да, если можно коротко. Если я правильно понял, вы говорите, как комбинировать работу в Алифе и SomonTG другие, правильно? Как найти нишу, куда инвестировать в онлайн-проекты? Хорошо. Как обычно найти нишу и как вы оцениваете развитие интернет-бизнеса именно у нас в Таджикистане? Окей. Например, SomonTG. Да? Я там практически ничего не делаю. Огромную работу делают, я должен их назвать, Дилуар Рамонов, Джангир Забиров, Меги, Фируза, сотрудники. Мы начинали с Дилуаром и Джангиром в 2012 году. Начали с FaraTJ, потом через год запустили SomonTG. И основным уроком для меня в этом проекте было следующее. Идея, ниша, которую нужно выбрать, идея сама по себе ничего не стоит. Почему? До SomonTG я попытался эту же идею сделать с другой командой. Не получилось. Во время SomonTG были несколько похожих проектов. И до SomonTG были проекты этого же бизнеса, да, то есть онлайн classifieds. И во время SomonTG появились новые проекты. Сегодня, к счастью, можно сказать, среди этих проектов SomonTG стал более популярнее. Порядка 40-50 тысяч уникальных людей заходят каждый день на сайт. И главную роль в этом играли именно команда, именно те люди, которые его сделали. То есть исполнение идей намного важнее, чем выбор идей. Не теряйте много времени на
там, у вас 10 различных... К нам часто приходят люди, говорят, у меня есть отличная идея, но я ее расскажу только после того, как мы с вами там подпишем NDA, да, договор конфиденциальности. Это такая идея, которая, там, если я о нем расскажу, то кто-то другой может украсть эту идею и все на этом. Далеко не так. Идея сама по себе ничего не стоит. Или же, если правильно сказать, она стоит намного ниже, чем именно execution. Если частично смог ответить на ваш вопрос. Спасибо огромное. Интересная беседа. Просто я хочу еще, если у вас есть что сказать аудитории напоследок, я просто предоставляю вам эту платформу. Я бы хотел задать Зуршу один вопрос. Ух ты! Достабардышный? Потому что я не знаю ответа на этот вопрос, честно. И вопрос очень важный. Зуршо сегодня очень успешный, уважаемый, дальновидный, образованный, воспитанный предприниматель. Один из самых важных людей в моей жизни, на самом деле, но если некоторые из вас, если вам скажут, что в юности, Зуршо уже сказал немножко, но если добавить, что он был немножко хулиганом, что он был рэпером, сумоистом, да, то могут некоторые удивиться даже. И я на тот момент Зуршо не знал, но у нас очень много общих друзей. И они говорят, что Зуршо прошел через какую-то трансформацию. Он полностью поменялся за какие-то несколько лет. Не знаю, почему до сих пор я не задал этого вопроса, но я считаю, что наверняка есть что-то, чему каждый из нас от этого может взять. Зуршо, что поменялось? Что двигало вами? Как вы поменялись? Что из этого мы можем передать нашей юной аудитории? Как произошла трансформация? Трансформация. На самом деле это продолжительный очень процесс, и он постоянный. Это не какой-то однодневный, вдруг я проснулся и что-то изменилось. Такого не бывает, ребят. Я считаю, самую важную роль, если так можно назвать, трансформацию или переоценка определенных ценностей, да, система ценностей. Допустим, когда я был помоложе, для меня важнее было, допустим, автомобиль, отношения и так далее и тому подобное именно на таком очень примитивном уровне, то большую роль, огромную роль играет именно та среда, где вы находитесь. Сегодня мы об этом часто с вами говорили, с кем вы, грубо говоря, вводитесь. И для меня эта трансформация, да, в большой степени по сей день, потому что она продолжается, это именно быть рядом с такими людьми, как вы. Именно та команда, которая есть, и те люди, которые меня вдохновляют, в том числе те проекты, Алиф Сармуя, Trip to Tajikistan, Пешрафт. Именно эта молодежь меня вдохновляет, потому что я на самом деле, если какие-то есть у меня страхи из прошлого, это тот факт, что я никогда не был такими, как они сегодня. И для меня честь находиться и быть частью этой команды. И как бы я ни пытался убежать от своего прошлого, как я вчера с ребятам сказал, что я хочу забыть свое криминальное прошлое в качестве гангстер-рэпера и так далее. Но сегодня, благодаря вам, опять же, ребят, многие из вас находятся здесь, я очень стараюсь быть лучше. И за вас, и для вас. Поэтому это очень важный момент окружения. Сауч молодежь, я буду молодежь. Спасибо. Я думаю, было очень интересно. Я не знаю, как вам, но мне лично самому очень много информации, очень много деталей, даже я для себя очень много узнал. Спасибо вам, ребята, огромное.
Я вам просто пожелаю успехов, я желаю вам развития, я желаю вам как бы реализации всех начертанных планов. Дай Бог, все у вас получится. Спасибо за то, что вы согласились.